Мы сейчас в Стамбуле для того, чтобы найти место Бозахане. Потому что в Крыму их было много. Хавехане, Бозахане было. И поэтому сегодня мы в Стамбуле, чтобы найти это Бозахане. Так, значит, мы нашли Бозахане. Это где? Джемаль Енер Tosyalı. Şehzade Camisi sokağı получается, и Джемаль Енер Tosyalı. Tosyalı. Все, гитик. И пойдем, сворачиваем. Давай. Классика. Тротуар для мотоциклов. Рукодельная мастерская. И видно, поэтому здесь открыли эти рукодельные мастерские, потому что много туристов сюда приходят на это боза. Все-таки, да? Да. Всем интересно и все хотят посмотреть. О, шикарно. 1876 год. Да. Огонь. О, цены. Смотрите, значит, стакан боза бардак 60 лир. Ачик боза, это что такое? Ачик боза, это значит горько? На разлив. А, вот берем ее на разлив. Так, и значит, слушай, а здесь такой ассортимент. Да. Расскажи, что здесь может быть интуитивно. 1 литр в стекляшке, так называемый 200, без депозита. То есть, нет. Депозит это то, что даешь за стекляшку. То есть без обмена тебе дают. Если берешь в банке 1,5 литра 290, в банке 2,5 литра тоже без депозита. А это вот продают что? Бальзамический уксус, гранатовые соусы, натуральные, да, разных. Ну что, пошли, сирке. Тестируем. Лимонные соки. Здесь опять. Салам алейкум. Günaydın, hayırlı işler. Hoş bulduk. Давай нам на разлив сделай. Банки, видишь, покрепче, таких позабористей. пластиков, вот эти вот без депозита, и в цене банку тоже включают. Не с алкоголем? Она не алкогольная, но она бродит, если ее оставишь, и после дистилляции из нее, наверное, можно произвести что-то алкогольное, я думаю. Типа самогона что-то. Потому что в основе же лежит пшеничное пророщенное зерно. Кроме этого, в основе там ирмик, это манная каша, манна небесная. И, скорее всего, вот это вот манна небесная, может быть, это была его боза, которую открыли и путешествовали. Ну, давайте газуем. На разлив. Вот это что такое? Селф-сервис, говорит, значит, это надо сам взять, берешь? сам и этот. Не, селф-сервис это заказать и самому поднести. Сейчас мы спросим, чтобы вышел. Это нар экшисе. Нар экшисе. А это что, масло, смотри? Вефа боз. Вот. Эльма, это яблочный уксус. Гранатовый соус. Да, яблочный уксус, виноградный уксус. Они здесь, кроме этого, производят. Яблочный уксус. Я вообще-то на гранатовый смотрел. Я на гранатовый смотрел. Гранатовый соус? Да, вон. Лучше уксуса-то с граната не очень, но вот это. Biz sipariş vermek istiyoruz. Tamam. Ödemeyi nasıl yapacağız? Efendim? Alıyor musun? 2 tane. 120. Tamam. 120 дел. Юзали 150. А что ты не попробуешь? А ты будешь с корицей? Корица или без корицы хочешь? Я без хочу. Без. Держи тогда. Корица сос. Корица сос. Тарча сос. Держи. Хорошо. Teşekkürler. Çok yaşa. Yaxşı. Çok yaşa. Смотри, все оригинальное. А что ты не попробуешь? Нет, ты что, это для меня это риск. Сейчас. Так, что попробуем? У тебя с корицей, да? С корицей, да. У меня получается без корицы. Ну, алкогольный запах. Потому что это все-таки слегка перебродившая. Классно, слушай.
Это такой квасообразный. Какой вкусный напиток. Потому что его делают из пшеницы. Говорю, вот и на зиму он хорошо, потому что он манной каши, вот пророщенные, которые... Слушай, какая это текстура. все... Я брал покупной в магазине, такая ерунда была. Знаешь что? Это своего рода сумаляк. Только сырой, понимаете? Ну, не до... Сумаляк это только пророщенное зерно, которое через мясорубку потом выжимают от сока, потом это варят, да, часами, чтобы это загустело. Это что-то похожее с добавками, но не вареное. Именно это вот так делают, слегка подваривают и все. Класс, вообще очень вкусно. Чтобы крахмал не помешал. И это зимний напиток, потому что делают его после сбора урожая. Должно быть зерно. Или старое, или новое. Пытаюсь разложить вкус, вот на что похоже. Интересно. Можно сказать, что это что-то вот как малт пива, но без дистилляции. Не, это не пиво, нет. Вообще, это точно не пиво. Это, знаешь, вот такое ощущение, что манная каша, и в манной каше, такая жиденькая манная каша, и в ней есть вот такая вот кислинка, когда начинает хатых потихоньку вот бродить, вот эта кислинка. Срезается киселе, да, вот кисельген немножко стянутое, оно когда вот стягивается, кисель мегебашла именно. Очень, я не ожидал, что будет. Сыворотка своего рода, можно сказать. Это как сумаляк, но не выжатый. И из разных зерновых. Надо в Меджиту такой дать, но сразу скажешь, что там есть. Ты думаешь, ему понравится? Думаю, да. А раньше это вот с этой такой вот посудины открывали и разливали, и подавали. То есть он как бы бродил, да? Подбраживал. Поэтому это напиток с короткой продолжительностью жизни. Пардон. Ну вот его готовят на один день, да? Да. Его на заранее не приготовишь. Может, он даже готовит пару раз в день. Если заканчивает. Мне очень нравится. Ты знаешь, я даже думаю, что он даже теплый прикольный. Как типа сален. Да. Его нельзя подогревать. Вот, потому что там начинают образовываться другие соединения, и вкус меняется. И вкус меняется. Раньше это Салеп. салеп. Ну, салеп. Ну, ты знаешь, вот именно запах, вот первый раз, когда я его понюхал, он точно был алкогольный запах. Я это говорю, Вот потому так, что знаешь, это... Но вкуса да, пива это, вообще нет. да. Ну, это, ну, типа экшеса, Это, понимаешь? Типа... знаете, на что? Вот, что припоминает? Сцеженное материнское молоко. У меня подруга просто, когда кормила, по запаху? Нет, это по запаху. Оно же немножко еще подкислит. Да, такой, подкислит, знаешь? да. Там такой лецитин, и я когда кормила малую, я помню, что это самое... Она первые, не знаю, 3-4 месяца вообще не брала грудь. И чисто вот с соской. Потом только привыкла. Вообще класс. Я думаю, что есть какие-то бактерии, Есть, естественно. Конечно. Это как квас. Понимаешь, это как квас. Но если посмотреть на нынешний квас и на квас оригинальный. Квас оригинальный, он тоже темного цвета. Я же говорю, это как вот... Что такое квас? Это своего рода пиво, недоваренное и не дистиллированное. Этот напиток называют старым пивом вообще. И я думаю, это боза. Да. Смотри, боза – это то, что нашли в Göbekli-Tepe. Потому боза, что правильно там... говорит боза? Боза. Боза. Ну, не боза. Смотри, баши бозук. Понимаешь, вот которые говорят, что были такие отряды, как называется, с испорченными головами. Это подпортившиеся, да. Поэтому буза – это то, что может испортить тебя, если ты пьешь нагретым или же, думаю, словарно это похоже. Русское слово «бузить» от боза. От буза. А бузить – это мы знаем, что такое бузить. Да. Ты чуть-чуть окосел и начал бузить. Бузить, да. Ты знаешь, вот единственная претензия, что бумажные стаканчики. После пандемии это вошло. И Я всё. категорически против этого. Я тоже. Представь, как если бы была какая-то глиняная чашка какая-то, как она воспринималась бы? Но есть еще
вторая сторона этого вопроса. Потом каждый хочет эту чашечку с собой забрать. Ты, я, нам это не нужно, но многим может быть... С корицей, Лейла, я тебе не брезгую. С корицей тоже по-своему, но без корицы лучше. Корица очень наглый вкус такой, он сразу мешает. Я даже не чувствовала этот запах, который ты говоришь, алкоголя с корицей. Потому что он перебивает запах на самом деле. Корица поэтому использует, чтобы перебить запах. Спроси, можно ли у тебя стаканы купить? Вон там крайне поза написано. Сейчас спрошу. Hocam bardaklar satılık mı? Değil. Что? Чисто для рекламы. Не продается. Вот если бы так занимались этим, здесь они бы уже все продали. Сатылмыш было бы. У нас бы здесь Мехмед Сатылмыш работал. Рамазан Сатылмыш. Есть такой фильм, сериал называется «Татар Рамазан». Потому что был такой турецкий герой. Не просто как Али Майдамах, хотя что-то в этом роде, который боролся за справедливость в своем регионе, поэтому, говоря, с татаром Рамазаном не шутят, с татаром Рамазаном не проведешь. Так и говорят, татар Рамазан.